Друзья, мы находимся на южном берегу Иссык-Куля, прекрасной жемчужины Кыргызстана. Сейчас отсюда у нас начинается новая серия. Мы поедем в горы за сумасшедшими видами, за крутыми локациями. Все для вас. Еще сейчас заедем на берег Иссык-Куля, где просто Мальдивы отдыхают. Мы сейчас все это в этой серии, мы всю эту красоту покажем. Погнали! Чем примечательно южный берег Иссык-Куля, то что тут народу мало, тут очень много локаций диких именно, которые можно приехать на машине, остановиться, уединение поймать, спокойствие. А северный берег, она более курортная, такая курортный вайб, немножко шумно, ну, и на все виды развлечения есть. А тут спокойствие, уединение, и вода тут чище. Наша задача показать своим зрителям, будущим своим клиентам, какие места есть в доступе в нынешнее время, куда можно доехать на этой машине. Едем на интересную локацию. Есть название интересное? Нет, названий нету никаких. Вот мы сюда едем. Сейчас отсюда интересный видосик заснимем. Места, конечно, шикарнейшие. Я видел эти места у Мирлана на видео год назад. Сейчас вот своими глазами проезжает. Вот прям. Вот когда Не верится. думал, да, что попадешь. Ну вот да, в том году я делал монтаж Мирлана, вот его кыргызских путешествий того лета. Ну, у меня закрывалась мысль, что я когда-нибудь, наверное, ты меня возьмешь с собой. У меня такое как бы было чувство. Но все равно, ты же до конца не знаешь, будет, не будет. И вот я здесь. Супер, спасибо, Мирлан. Я очень доволен. Совсем другое. Да. Что, ищем дорогу на мыс. Ну там, кстати, вот палатки стоят. Как-то люди туда пробираются. О, какие волны сегодня. Прям море. Иссык-Куль смотришь, другого берега не видно. Итак, друзья, у нас сегодня следующая серия наших приключений, путешествий на озере Иссык-Куль. Вчера мы отдохнули там в гостинице. Мирлан приготовил вкусное блюдо. Сегодня мы вот уже едем по красивым локациям. Тоже надо поснимать красиво машину с разных интересных ракурсов, поделать видео и, в принципе, самим насладиться всей вот этой красотой, которая тут просто везде, вокруг. Ильяс на низенькой машине, но тоже потихоньку пробирается за нами. Если что, вытянем. Все у нас для этого есть. Тут тоже хорошие места для лагерей диких. Вот люди отдыхают. Из этих канализационных труб зовут душ, походу. Вот мы на мыс доехали, и этот мыс, если вот так посмотреть, похож на сидящую кошку. Классное место. Вода просто бирюзовая. Солнышко вышло. Вокруг горы. Балдеж. Отдыхаем. Все, отдохнули, покупались, поснимались. На эту локацию зашли. Очень хорошая локация. Прям приехать кемпингом стать. Мы разложились, фруктов поели, покупались и дальше двигаем туда, следующую локацию нашу.
Выпивая вкусный аралаш, доехали до Каракола. Это восточный Кыргызстан. Он издревле мекка горнолыжников, которые любят фрирайд. И вот тут, оказывается, вот склоны, дикие склоны очень настолько крутые, что люди вот со всего мира сюда приезжают гонять на этих склонах. Заезжаем в ущелье, Алтын-Арашан называется, там горячие источники еще есть. Ну, место такое очень красивое. Дорога в Алтын-Арашан, она непростая. Через 300 метров. Каждая машина не проедет. Нормально, хавалдар живут или нет? Bu жақта машиналардың барлығы, bu жақта стоянкада тұрған все. Траекторию, если удачно выбрать. Ну, пока здесь дорога мне понравилась. Самый сложный маршрут это был. 15 километров, но в основном камни только. Ясно. Хорош, Всё, удачи жақсы. дороги. Удачи вам. Салем. Братья казахи путешествуют. Игорь снимает для вас кадры с высоты птичьего полета. Я поснимаю глазами пилота, скажем так. Такая красота. Просто чумовая. За пропуск поплатим. And I'll understand you, We everyone. pay one Everything. from the other side, so we paid in Karakol. Так, 80 сом за машину. А если внутри есть люди, туристы там или пассажиры, за них тоже взимается плата. Если что, можно лошади арендовать и на лошадях дальше пойти. Пока что просто передок подключил, понижайку не врубал. На первой передаче машина отлично справляется. Низы очень хорошие. Вот местные чуваки на таких машинах туристов возят. Немножко ладошки запотели, и все, что нравится, и все, что я люблю. Эта машина создана для таких вещей, предназначена, и все нормально. Напомню, у нас подвеска РДшная, стандартная, усиленная, но без лифта. Единственное, красота вокруг немножко отвлекает. Хочется все посмотреть и, как говорится, правильную траекторию выбрать. Поэтому движемся, пока все отлично, все хорошо у нас. Местами узенькие. На хавалике вообще рискнули. Че, не цепляете? Иногда, но защиты там Нормально. Защита есть, да?
У меня там полная, да, такая. Что там, кайф? Тебе понравится. Стоит она того? Да? Слушай, Откуда вы? Нижний Новгород. Нижний Новгород? Мы с Якутии. Короче, история тут как на зимнике. Кому легче, тот пропускает. Он на спуск идет, ему намного легче, поэтому опа, выбрал. И как всегда на зимнике, вот всегда встречайся на каком-то широком месте. Ой, ты какая красота, Да, горячий штучек сейчас будет. Горячий емес. Арашанга А. примерно на полпути ты. Вот хотел бы я быть коробкой вот здесь, да? Да не кайфует, по кайфу тут. Nifta from India. Hi, I walked 14 kilometers out of 15 and last they are giving me lift. Ништа прошла 14 километров. Пешком тут очень высоко, очень далекая дорога. Мы устали ехать, а она идет пешком все это расстояние. И Короче, за 14 километров набор высоты получается больше 1000 метров. Воу-воу-воу-воу. That's okay, it's okay. Oh yeah, it's okay. Don't scare, don't scare. No, it's okay. He know what he do. Хера себе тут какой участочек. Как этот холм здесь проехал вообще? Ты на понижайке или еще пока так просто на полном? Ну она так тащит. Так тащит, да? короче, На повышайке передок подключенный у нас, чтобы вы понимали, 1500 оборотов. И вот так она как на понижайке вот цепляется, даже ни одной пробуксовочки не было. Надо вот камеру 360 ставить, потому что шея у меня сейчас вот за эту поездку, наверное, вытянется. Of Russia? Yakutia. St. Petersburg. Me from St. Petersburg, and afterward I lived in Yakutia 7 years. Yakutia is the most frozen place, I told you. Mirlan from Kyrgyzstan, but he lived in Kyrgyzstan and in Yakutia too. Okay. We meet there and became friends. My dream to travel to India. I've never been there, but I heard come. about. Hmm? You should come. Lot of Ah, yes. Russians come to Yes, India. yes, I know. Do you have booked the route?
Ребята, мы доехали до Алтын-Арашана. Здесь вот такой большой спот. Теплые источники там, еще одна там. Туда юрточный городок, еще второй. И еще куда-то вот туда озеро есть огромное, 12 километров. Но туда, наверное, скорее всего не поедем. Потому что там не до конца доехать, там надо либо лошадь брать, либо что-то. Сейчас пытаемся выставить машину в более-менее ровное положение, чтобы залагериться, затабориться. Мне кажется, лучше и не станет. Сейчас машина более-менее ровная, хотя чуть-чуть назад уклон, но так даже спать удобно будет. Друзья, наконец настало время распаковать нашу машину. Готовый экспедиционник, который мы предлагаем вам, чтобы каждый человек, который его арендует, посетил такие места и с полным комфортом. Без лишних переживаний, где остановиться, что забронировать. Мы не только дарим машину, мы дарим свободу, так сказать. Давайте начинаем. У нас сверху автобокс, где будут лежать все туристические столы, стулья, пока они у нас в багажнике. Слева по борту канистра с технической водой, вот с таким удобным краником, и все, пользуйся. Посуду помыть, ручки помыть по-быстренькому. По правому борту канистра 10 литров для запасного топлива. Запасное топливо всегда должно быть. Также установлена маркиза со стенками, плюс шнокель, чтобы вы броды преодолевали без страха. Чтобы распаковать машину в походное положение, лагерное положение, буквально понадобится 10-15 минут. Разложить тент, вытащить столы, стулья. Начинаем с маркизы. Маркиза очень удобная, легкая. В принципе, одному чуть-чуть неудобно, но можно разложить в легкую. Размер 2 на 3. Ложим так, вытаскиваем поперечинку, вытягиваем нужную длину и фиксируем вторую сторону таким же образом. И открываем так. Ноги по высоте, по склону, по местности регулируем и фиксируем. Все. По длине зафиксировали, по высоте, мне кажется, так более чем нормально, потому что у нас склон. Маркиза готова. Достаем столы и стулья. У нас, как и полагается, ваши рюкзаки вашими личными вещами. Каждая машина комплектуется 2 спальниками. Стулья у нас такие. Место оказалось заминированным. Достаем стулья. Стулья очень удобные, крепкие. Раскладывается в одно движение. Раз и готово. Один стул, второй. Стол тоже походный, раскладной. У него 2 положения по высоте. Можно чисто сидеть в японском стиле на коротких ножках. Или, как в нашем случае, ножки удлиняем. Наш стол готов. Покрывало. Можно его, в общем, на траву, на песок разложить и лежать. Палатка в нашей машине как доп. Комплектация идет. Если вас 4 человека в походе. 2 человека внутри машины спят, 2 в палатке. Убираем лишние вещи сразу в переднее сиденье, чтобы в машине спалось удобно, как дома. Будем комплектовать одеялом, простыней, комплектом постельного белья. В машине всегда будет комплектоваться с 2 стульями. А если у вас 4, получается, мы допом даем палатку и еще 2 стула. И вот так у нас выглядит органайзер. Спальник-органайзер в багажнике нашей машины. Справа тут компрессор, слева это стенка от маркизы. Любую сторону можно закрыть. Можно вообще 3 стороны закрыть. И вот можно сюда аккуратно свою обувь запасные положить. В правом рундуке все, что касается кухни. Доска разделочная, комплект посуды, кастрюля, сковородка, тарелки, половник, газовая плита, щипцы, кружки, лампочка, лагерный свет, ножи, вилки, все, что касаемо кухни, все она здесь. Левый рундук у нас получается продуктовый. У нас тут лежат сейчас огурцы, помидоры, все продукты, дынька вкусная. Сейчас еще мы приготовим утиные грудочки. Далее давайте сейчас покажу, как раскладывается она в спальный модуль. Для этого мы проходим в салон, закрываем подголовник, поднимаем сиденье и опускаем эту часть, закрываем. Со второй частью тоже так же поступаем. И у нас тут есть 2 таких бруска, которых ложим. Раз и 2. Вытягиваем вот эту доску. У нас спальный модуль готов. Поджимаем чуть спинкой. И все, доска у вас никуда не денется. Помимо прочего, у нас здесь еще рундук есть. В этом рундуке у нас лежат
стропы. Это буксировочный. Еще есть стропа динамическая, мягкий шакл. И самое, что мы позаботились, создатель атмосферы. Что это, спросите вы? Это вот такой вайбовый гирлянда. В этом же рундуке мы сюда положили сейчас салфетки, туалетную бумагу, влажные салфетки. И еще тут у нас лежит вторая стенка от маркизы. Рундук достаточно вместительный. Если что, можно сюда положить свою какую-то одежду, теплые вещи, чтобы они были под рукой. My YouTube channel, movie and traveling, cooking. This my YouTube channel, this my Instagram. For me direct contact. Друзья мои, учите английский. Я каждый раз себе говорю, когда приезжаю после путешествия, я буду ходить на курсы. У меня базовый школьный английский, и на ломаном английском пытаюсь общаться так с туристами. Все туристы импортные, так скажем, да, заграничные. Мы познакомились с девушкой из Индии, мы познакомились с ребятами с Польши, познакомились сейчас вот с Германии. Там еще внизу девчонки были с Германии, еще семья была с Германии, испанцы были. Ну что, я балдею. Дорога заняла у нас 5 часов в такое шикарное место. Я не ожидал здесь увидеть такую инфраструктуру развитую. Это тоже удивительно. Думаю, какое-то дикое место едем. И вот сейчас, наконец-то, Мирлан продемонстрировал возможности машины. Лагерь разбили базово. И сейчас идем просто погулять по территории, посмотреть, что вообще происходит. Есть тут даже магазинчик, где можно купить разные вкусные штучки. Здравствуйте. Напитки разные. Ага. Вас можно поснимать? Ну, передайте привет. Вот девушки работают здесь. Вы тут живете? Прям в Юртах, да? И сколько на времени вы приезжаете, чтобы так вот работать? На все лето? Нет, зимой. А? Зимой вот не работаем. Ну, вот летом, получается, да, и вообще весь сезон. И здесь живете, прям никуда не уезжаете, да? О, здорово. Вам, наверное, это все привычно, не то, что нам, да, туристам, приехавшим, уже не смотрите, наверное, по сторонам, да, работа, все это. А мы вот приехали первый раз, и вообще глаза разбегаются в разные стороны. Ну, хорошей вам работы и отдыха тоже, чтобы тоже был, да. И побольше клиентов. Должны быть горячие источники. Так как мы первый раз не знаем, где это, что это. Сейчас идем, вроде вот ресепшн, там спросим, поинтересуемся. Одна чаша, они сказали, только для своих гостей. Так как у них полная загрузка, других не пускают. А есть в открытой местности, но сказали, нам надо спуститься вон туда, чтобы там искупнуться. Что мы сейчас собираемся сделать? Для этого, чтобы быстрее получилось это, попробуем сейчас арендовать лошади. Лошадей тут так же много, как этих уазиков. Поэтому сейчас спросим, что как. Салам алейкум. Ат қаншадан мынайсың? Мына кіші, мына ылдиға источникке барып келген ат қанша болады бізге? Кише. Ну, научусь. Нам куда спуститься и подняться примерно час уйдет. Поэтому мы 2 лошади, 2000 договорились. Сейчас пойдем и как раз таки покажем вот это самое-самое место, с которого началась популяризация Алтын Арашана, вот эти источники, которые под скалами. Ай, красавчик! Джигит! Получилось? Да, Игорь, как тебе на коне? Отлично. Я на якутской вот этой лошади катался. Ну, кыргызские лошади более на горах приспособленные. На себя тормоз, газ вот, право, лево, все. Да, что дали, Игорь? Ага, все. Камчың бересің бербейсің бе? Временно пересел с 4 выды на 4 копыта. Спеть песенку можно. Алатоп, аққалпағын киген кезде. Все, дальше знаем. Не будем травмировать уши зрителей. Лошадка и ослик вместе пасутся. Сейчас уже не знаю, правильно ли идем мы, но уже очень так опасненько. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Лошадь, красавчик.
лошадь красавчик. О, источник. Вот так, блин. Вообще, ай, полочка, полочка. Красавчик. Лучший, лучший. Короче, я не знаю, по этой тропе ходят лошади, не ходят. Тут вообще видно, что лошади тоже максимально некомфортно. Игорю тоже. Игорь вообще в шоке. Володя, отпусти, она должна видеть, куда идет. Мирон, ты издеваешься надо мной? Нормально, ты красавчик, ты справился. Да? Да вообще, я видел, как у тебя в глазах это. Жалко, я не смог достать камеру, там просто был обрыв. Сейчас не знаю, как-то надо на обратном пути снять. Снял, да? А я же ей не умею управлять. Я первый раз сел, вот так вот поехал сам. Мирлан, Мирлан, конечно. Я думал, что по дороге, по какой-то обычной доедем, приедем. Это у нас называется жаба. Один из первых источников теплых. И вот вода вот горячая, горячая. Если мы сейчас еще дальше пройдем, там ванночка есть, там можно будет искупнуться. Конечно, в тапках на такое было идти опрометчиво, но мы, как говорится, не ищем легких путей. И вот, собственно, ради одной красоты, которую мы хотим вам показать, мы проделали такой путь. Видели, да, по какой тропе мы на лошадях шли? Временами даже мне было страшно. Я видел глаза Игоря. Мы потом на монтаже надо увеличить это показать. И вот это самое инстаграмный чан с теплым источником. Вот он, внутри скалы. Видите, да? И сейчас мы туда пойдем купаться. В это место я сам хотел попасть, грезил. В прошлом году не получилось. Вот сейчас пришел и сейчас туда в чан залезть. Так, надо как-то так раздеться, чтобы одежда не ушла у нас. Хотя... О, нифига себе! Вонючая, правда, но очень теплая. И после такого целого такого дня, вы представляете, вот так. Кайф, 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 кайф. И просто вокруг, смотрите, что творится, а? О май гад. Че, Игорян, давай. Go to me. Вода вообще просто бомбезно, бомбезно. Ой, смотри, как я отмокаю. Вот. Учитывая то, что сейчас уже солнце ушло, чуть прохладно стало, а я без кофточки. Я не знаю. Я хотя бы оделся. Вот ты вот представляешь вот этот чан где-то? Просто вообще, да? И тропу-то сейчас видел, да? Видел, да? Ну это вообще, это космос. Так, мы искупались. Наши красавчики здесь нас ждут. Умница. Сейчас попробуем поменяться лошадьми, потому что светленькая она очень плохо слушалась Игоря. Игорь, держи поводья. Пройдем. Да, вон до туда места, до той полки, где елка, пешком пройдемся. Заросли. Укропа тут. Тропа на самом деле очень узкая. Вот с такой полкой. Вот здесь мы на лошади спускались. Игорь вообще молодец. Так, не разворачивай, не разворачивай. Все, давай седлай.
Все, мы выскочили, узкие тропы, тут уже дорога широкая, сейчас за поворотом уже нормально выйдем на ущелье и пойдем. Игорь, можешь смело седлать лошадь. Поводья пройдись сначала через голову. Ай, красавчик. Все, погнали. Салам алейкум. А? Нормальная же лошадь? Ага. У тебя. Ай, какая она, что хочешь? Ха-я! Дрифт по-кыргызски. Все, погнали. А? Да, вот прям по тропе идете. Там аккуратнее. Тропа узкая там. Вот после отсюда. Все, погнали. Мы будем сейчас готовить утиную грудку. Вот такие милые корзиночки для хлеба, для фруктов есть. Вдоль дороги остановились и собрали. Настоящие. Так, у нас грудочки вот такие. Отошли. Такие мощные, жирненькие. Чтобы правильно приготовить утиную грудку, берем доску, берем салфетку. Раз, два. Обсушили от лишней влаги. Сегодня у нас царский ужин будет по 2 куска на брата, потому что мы очень эмоциональный день прожили, особенно последние полчаса. Очень легко и быстро готовится. Раскладываем мясо вниз, жиром наверх. Берем нож, делаем надрезы. Вот так ромбиком у вас должно получиться. 4 готовы. Все. Мы вот так нарезали, не солим, не перчим, вообще ничего не делаем. Поджигаем огонь. Огонь нам нужен чуть выше среднего. И, не дожидаясь, пока сковородка накалится, кладем жирком вниз. Очень удобно, когда вы едете в поход, грудочки взяли, вот такая маленькая сковородочка. Вот смотрите, сколько жира вытапливается. Это просто бомбезно. И вот так берем. Для таких случаев у нас есть в машине в комплекте щипцы. И раз перевернули. Вот корочка с одной стороны, корочка с другой стороны. И мы тут должны намешать соль, паприка, черный перец и кориандр. Можете не добавлять, можете добавлять, это просто я люблю. Все, намешали. Этой смесью мы будем сыпать нашу грудочку. Вот столько жира вытапливается. Грудка сочная будет, сейчас мощная. Чуточку присолить, приперчить. Готовится блюдо очень быстро, она внутри розовенькая будет, сочная. Предварительно она готова. И отправляем вторые жирком вниз. И потом у нас финальная доводка будет. Закрываем, чтобы она немножко отдохнула. На гарнир у нас помидоры, перец, лук и цукини. Все это мы будем жарить в том жирке, который у нас вытапливается при жарке грудки. Вот так на 2. Первая партия стейка наша поддохнула, дала сок. Это значит, мы сейчас переворачиваем так, переворачиваем и пойдем доводить теперь все куски. Весь прикол этого блюда, она быстро готовится, она у нас уже готова, а у нас гарнир не готов. Сейчас, когда гарнир будет готов, мы потом финальненько немножко грудочки доведем. Готово.
Помидоры у нас готовенькие уже. Грудка готовая. Хлебушек. Гарнир готов сейчас. Финально. Пошли грудочки. Катать. Высокие. Огурчики. Вот так сюда сейчас грудочки. Тут надо щипцами, когда трогаете, вот когда вот так стейки делаете, жарите, она должна быть вот упругая. Если она такая, она значит готова уже. Если чуть-чуть внутри вы будете чувствуете мягкость, она еще не готова. Несколько минут хлебушек мы отламываем по нашей доброй традиции. Я думаю, что мы сейчас сюда поставим стол и будем кушать здесь, потому что более-менее ровное место. Раз. Вместо чая у нас пока что будет наш национальный напиток. Чалап. Это кисломолочный напиток, очень вкусный, хорошо помогает пищеварению. А это нам как раз кстати. И вот такой у нас ужин, и вот такой у нас стол сервированный у нас сегодня получился. Всем вам приятного аппетита, если кушаете. И зацените наш стол сегодня под открытым небом. В такой красоте, в такой локации. Приятного аппетита. И не забудьте подписаться. Выставляй это. Вот таким чудесным образом наша машина превращается в 5-звездочный отель. Я буду спать здесь, Игорь в палатке. Все домашним уютом, белье. Вот так. Спокойной ночи. Подписываемся, колокольчики, поделимся с друзьями. Обязательно напишите, получилось ли у нас построить экспедиционную машину для таких условий. И у меня тоже такой уют. Сейчас я разложусь. Там у меня коврик есть самонадувающийся, чтобы об камни, кости себе не помять за ночь. Оба спальника себе беру. Ну, в общем, сейчас как-нибудь расстелимся тут. И буду балдеть. С утра будет шикарный вид на горы. Да? Все отлично. Укрываемся. Ничего. Спокойно ночи, друзья. Улыбаемся. Ну, я тут настелился помягче. Самонадувайка снизу. Сверху там еще спальник. А вторым укрылась. Лягу в одежде. В горах прохладно на самом деле. Поэтому лучше я разденусь, если вдруг будет не жарко, чем сейчас ночью замерзну. Все, сегодня надо отоспаться. Всем спокойной ночи.